себе заказ женские только может это делать. Он может делать. Еще 3 дня язык работает. Жесточайно. На жизнь похож. Ниже. Да. 100. Чисто. И до самого хуже. Перед мостом стоит. Ну, перед мостом. Она на красном береге стоит. Не тут
Нет, просто журналисты встанут, я думаю, если участников совещания некуда сесть. Коллеги, добрый день. Извините за опоздание, но пришлось с главой МВД Республики совещание провести. Экстренно у нас пожар в Ижевске. К сожалению, есть погибшие, в том числе и дети. Поэтому какие-то вводные пришлось сделать. Соответственно, Виктор Алексеевич, Петр Матвеевич, у нас много жилого фонда деревянного. Нужно дополнительно информирование, какие-то меры противопожарные. Я понимаю, что всего не исключить, но страшные вещи. По-моему, 2 или 3 детей. 2 детей. 2 и 18. Ну, все равно пока еще ребенок. Вот, поэтому надо усилить в этом направлении работу. Я уверен, что у вас и так все на высоком уровне, мы с вами часто общаемся, но тем не менее, надо на упреждение работать. Коллеги, начинаем совещание. У нас вопросов по Болезинскому району очень много, но начнем мы с общей темы: подготовка к паводку, противопаводковые мероприятия, и в том числе на территории Болезинского района. Дальше обсудим проблема у нас была с питьевой водой, ну и у меня есть еще некоторые вопросы и предложения по организации работы в районе. Давайте без дополнительных раскачек. Здесь, в общем-то, все те, кто так или иначе принимает решения, и Дмитрий Ахмедович Мусин, главный федеральный инспектор, и Виктор Алексеевич Савельев, председатель правительства, и Сергей Витальевич Смирнов, глава
значит, администрации. Поэтому нам нужно не столько для протокола, сколько для принятия эффективных решений. И в том числе по модели управления. Потому что понятно, что с этим вопросом, я имею в виду, значит, глава и управление районом, есть очень много проблем. Так, начнем. Некрасов Василий Викторович, исполняющий полномочия главы муниципального образования Березинский район, первый заместитель главы администрации. Пожалуйста. По вопросу прохождения паводка на территории Березинского района. Уважаемый Александр Владимирович, Дмитрий Ахметович, Виктор Алексеевич, уважаемые участники совещания, разрешите коротко доложить о готовности Березинского района к осеннему паводковому периоду. В целях организации проведения мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования экономики в период возможного паводка в 2017 году в администрации издано постановление об организации проведения профилактических мероприятий по минимизации ущерба во время наступления паводка. Утвержден состав противопаводковой комиссии, разработан комплексный план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка на территории Березинского района. 9 февраля и 10 марта проведены по данному вопросу заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которых рассмотрены вопросы по готовности района к весеннему паводку. Проведены 2 командно-штабные тренировки с привлечением сил и средств администрации и Березинского районного звена РЧС. Уточнены планы действий по предупреждению ликвидации ЧС, разработаны планы эвакуации на случай подтопления и планы по первоочередному жизнеобеспечению эвакуированного населения. Проведена проверка готовности сил оповещения, уточнены состав и пункты временного размещения всех эвакуированных граждан. Организовано наблюдение за развитием ледовой и паводковой ситуации. Путем подборного кода населения розданы памятки в случае действия на население в зоне подтопления. Вручены памятки с указанием номеров ответственных лиц пунктов временного размещения. На территории Березинского района в 14 из 17 районов находятся гидротехнические сооружения. Всего их на территории района 75. 21 пруд, это более 1 гектара. Наибольшую опасность у нас предоставляет 4 гидротехнические сооружения, имеющие большую площадь. Это в первую очередь Бодопильский пруд, Коршуновский пруд, Красовайский пруд и Сазановский. В настоящее время все пруды обследованы, проводится сброс воды через имеющиеся железобетонные колодцы и трубы. В настоящее время опасности пруды не представляют. Ежегодно при весеннем паводке происходит подтопление части домов микрорайона Лесобаза. Наиболее крупные подтопления жилых домов произошли у нас в 1979 году, в 1995 году, а также в 2016 году. Весной 2016 года произошло почти всего микрорайона Лесобаза. В зону подтопления попало в общей сложности 152 жилых дома с населением 1006 человек, а также промышленное предприятие ООО «Березинский лесопромышленный сервис». Для оказания помощи населению и ликвидации последствий паводка были привлечены силы и средства спасателей из города Глазово, мобильный отряд Центра спаса МЧС Приволжского федерального округа. Почти месяц силы районного звена ГО и РЧС работали по ликвидации последствий паводка. В целях предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка в 2017 году силами поисково-спасательной службы Удмуртской республики в период с 31 марта по 1 апреля проведены взрывные работы на участках реки
Чепца в районе деревни Кожила, село Болезненно и в деревне Омутница Глазовского района. Организовано 2 гидрологических поста на реке Чепца в районе автомобильного моста через Чепцу в поселке Болезненно, а также в котельной Жишавского в обособленном подразделении Жишавского лесопромышленного комбината. Создан материальный резерв. В наличии имеются 4 плавсредства, 2 из них в собственности администрации Бальзинского района. За плавсредствами закреплены, на случай паводка закреплены ответственные лица и будут организовано круглосуточное дежурство. Подготовлен резерв из труб, ПГС, пиломатериал подготовлен, также мешки под песок в количестве 1500 штук. В случае резкого подъема воды микрорайонной лесобазы подготовлены заявки и согласовано с управлением МЧС, со службой МЧС о выделении дополнительных лодок, которые будут в короткие сроки доставлены в район подтопления. Текущая обстановка на сегодняшний день. Вода начала в реке подниматься с 13 апреля. В течение 4 дней шло ежедневное подтопление, подъем воды на 30 сантиметров. С 18 апреля подъем воды остановился. И в настоящее время максимальный пик в этом году достиг 1,8 метра, и сейчас идет 2,1 метра. В настоящее время идет спад воды. На сегодняшнее утро отметка 1 метр 30 сантиметров ниже нулевой выше нулевой отметки. В настоящее время лед стоит в 2 местах около поселка Болезненно и выше реки, выше моста через реку Чепца. Толщина льда составляет 50-70 сантиметров. Лед плотный. Пока такая погода, подтоплений мы не ожидаем, но при повышении температуры возможно резкое таяние снега в лесах, и тогда возможно подтопление микрорайона лесобазы. Опасный подъем воды начинается при уровне реки Чепца 3,7 метра. Тогда начинается затопление первых домов микрорайона лесобазы. В случае подтопления в зону подтопления попадает 120 придомовых территорий, в которых проживает 931 человек, в том числе 145 детей, 117 пенсионеров. И в зону подтопления попадает социально значимый объект, это детский сад Чебурашка. На сегодняшний день силы и средства администрации муниципального образования и Бальзинского районного звена РЧС готовы к противопаводковым мероприятиям на территории Бальзинского района. Доклад закончен. Спасибо. Касимов Рафис Зинатулович, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Мужской республики. Есть что добавить? Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники совещания, очень коротко скажу, что подготовка и прохождение паводкового периода идет в плановом режиме, нормативная база готова, силы и средства определены, проверены и находятся в готовности. Комиссии паводкового и ЧС работают в режиме онлайн. На этой неделе мы и ту, и другую комиссию провели. На комиссии ЧС по вашему поручению мы определили населенные пункты, которые не только в период паводка, но и в период прохождения интенсивных дождей могут иметь затрудненное сообщение. Мы определились по ним по медицинскому, торговому обслуживанию, по обучению детей. Все эти вопросы определили
и ответственные назначены. Вчера прошло совещание по ледовой обстановке по реке Чепца. Здесь выше моста я не вижу какой-либо серьезной обстановки, потому что даже если подпор воды будет оттуда сверху, вода разливается в пойме здесь в нескольких местах. В районе деревни Кожило лед лежит практически в русле и на земле. В опасных местах лед взорван. Это чуть ниже Кожило, туда ближе к селу Болезино. Но вчера принято решение, что если подъем воды произойдет выше 3 метров и этот лед не сдвинется, то мы проведем взрывные работы. Для этого силы и средства есть. Здесь уже мобилизованы сюда, здесь находятся. Да, силы и средства есть. Полагаю, что пик паводка произойдет в конце следующей недели. Готовимся пройти его без серьезных проблем. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Фомин Петр Матвеевич, начальник Главного управления МЧС по Удмуртской Уважаемый республике. Александр Владимирович, уважаемые коллеги, паводка обстановка территории республики находится под контролем и развивается в соответствии с прогнозом. Уровни рек в республике ниже неблагоприятных и опасных значений. На юге республики входят русла. Вскрытие рек на севере Удмуртской республики ожидается в 3-й декаде апреля и начале мая. Максимальные уровни воды, пик паводка, согласно уточненных данных гидромета по Удмуртской республике, ожидается от 25 по 3 мая. Это как в 2003 году, 2098 году и 1979 год были похожими. Нас настораживает то, что в полях уже нет снега, благо земля пропиталась, в лесах еще достаточно много снега. Поэтому гидромерные посты и снегосъемка производятся еженедельно, и совместно с Министерством природных ресурсов оцениваем увлажненность и возможность попадания в реки быстро этой воды. В целях снижения негативных последствий проведен ряд серьезных мероприятий. Спуск проведен с прудов дополнительно. Крупные водохранилища Ижевский, Воткинский, Пудемский, Камбарский сработаны до минимально необходимого для работы жизнедеятельности системы водоснабжения. Также проведена сработка ряда прудов, которые не являются опасным гидросооружением, но они могут принести негативные явления автодорогам, населенным пунктам и предприятиям. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается и усиливается по верховьям реки Иж, реки Сылычка, так как у нас ежегодно подтапливают там из-за созданной искусственной плотины эта дорога, уменьшенный водосброс, и проводится подтопление там и у нас частных садогородных массивов. Мы об этом предупреждали граждан при проведении совещаний. И также у нас продолжает работать комиссии по Чепце, выше и пониже, и взаимодействие с Кировской областью. Продолжает у нас еженедельно по заявкам Министерства природных ресурсов и гидромета проводить облет беспилотными летательными аппаратами самолетного и вертолетного типа. В случае ухудшения обстановки будет поднят борт, который летает до 200 километров. Договор заключен с предприятиями Зала Аэро и Фимка, которые могут облетать и дать информацию полную до границ наших и даже соседям передать данную информацию. В период паводка организована работа оперативного штаба на базе ЦУКСа и спланирована работа оперативных групп муниципальных образований. На сегодня работают 94 оперативные группы с докладами еженедельно и ежесуточно в ЦУКС. На контроле Главного управления находится низководный мост. В Ваварском районе деревни Гуляева идет снижение на каждые сутки на 5 сантиметров. Сейчас 80 сантиметров по мосту. По вашему указанию проведено заседание комиссии, и на этой комиссии рассмотрены труднодоступные населенные пункты. Их выявлено сегодня 87 населенных пунктов, в которых проживает более 30 тысяч человек.
Даны необходимые поручения заместителя председателя правительства, Министерства дорог и транспорта, Министерству лесного хозяйства по подготовке и оказанию помощи гражданам в случае необходимости большими грузовыми машинами и также организовать контроль и дежурство до высыхания этих дорог на данных населенных пунктах. Министерству здравоохранения поставлена задача вами выполняться будет в детском населении Болезинского района полностью провести иммунизацию. Денежные средства выделены для этого правительством. Что касается паводковой обстановки Болезинского района, здесь ежегодно мы имеем подтопление, которое докладывал глава, но есть у нас вот уже решение Министерства природных ресурсов об этом говорило, надо чистить русло, увеличить пропускную способность и отремонтировать мосты, потому что при максимальном паводках мосты могут не выдержать, большую нагрузку будут иметь. Поэтому необходимо эту задачу выполнить уже в 2018 году. Также у нас по городу Ижевску тоже в 2018 году надо запланировать очистку русла реки Иж. Последний раз чистили в 1994 году. Сегодня река Иж тоже является большим препятствием для пропуска паводковых вод. Большая работа проведена у нас, затопления были в Увинском районе и в Малопургинском районе. В докладе я о начале паводка докладывал вам. Там проведены эти работы по расчистке и спрямлению русел. Результат эффективный. Граждане обижаются, что у них нет на огородах супропеля и рыбалки. Поэтому здесь эта работа должна быть тоже. Здесь и Болезинский, и Игринский район, они тоже мечтают о паводке большом и жалуются даже президенту, граждане, что рыбалки нет из-за того, что МЧС их предотвращает паводки. Поэтому, Зачем это? ну, это вот жалоба сейчас очередная придет, поэтому граждан это эмоции, но надо объяснять главам района и поселений. Эти превентивные мероприятия проводят для защиты населения, а не для защиты. Рыбы у нас и так достаточно, и ее не успевает вылавливать. Поэтому это вот в качестве рассказа нашим болезинским, которые желают писать вот это, что не допустить взрывные работы. Это превентивные мероприятия проводятся во всем мире и в Российской Федерации. Финансовый резерв мне в Болезинском районе желает быть лучшего. Ежегодно он составляет всего 100 тысяч рублей. Поэтому депутатам районного совета необходимо принять решение уже сейчас увеличить составляющую финансовых резервов. Если республика вам ежегодно выделяет на только первичные меры пожарной безопасности около 3 миллионов рублей Болезинскому району, как самому крупному и самому деревянному, то здесь 100 тысяч рублей, они не решают вопросы. Даже в прошлом году мы с вами изыскивали средства для того, чтобы обеспечить песком, гравием, значит, и мешками для того, чтобы защитить населенные пункты. Поэтому необходимость есть увеличить. И мы такую же ситуацию имеем в Юкаминском районе 10 тысяч рублей, в Ярском районе там 25 тысяч рублей. Статья расходов должна сопоставима республиканскому бюджету. В республиканском бюджете около 40 миллионов рублей выделяется на все непредвиденные ситуации. То есть у каждого района должно быть где-то 400 тысяч рублей, должно быть на мелких районах, а крупные районы всегда выделяют 1,5 миллиона рублей. Группировка сил Главного управления подготовлена. 19 по 21 апреля под руководством министра проведена командное штабное учение. Оценки поставлены высокие готовности республики и комиссии по чрезвычайным ситуациям. И подготовленность к противопожарному периоду оценена тоже как готовы к пожароопасному периоду в Удмуртской республике. Доклад закончен. Петр Матвеевич, спасибо. Очень понятно, живой доклад. Коллеги, по этой теме есть еще какие-то добавления? Да, пожалуйста. Уважаемый Николай Владимирович, я хочу просто напомнить, то, что Чепца, река, которая протекает 60 километров по Болезину, и она отличается в соответствии со своей структурой, своей расположенностью в очень быстром течении. К чему я это говорю? К тому, что сюда моментально, если где-то небольшой затор, вода моментально приходит. И поэтому на всех совещаниях, вот, те группы, которые у нас созданы при министерстве, мы всегда говорим, четкое взаимодействие двух наблюдательных постов, которые здесь есть. Который есть центральный пост у администрации, и тот пост, который есть на лесобазе. Почему? Потому что на сегодняшний день, в соответствии с данными Росгидромета по Удмуртской республике,
чтобы не расхолаживались, запас снега в лесу практически 2/3 от нормы. То есть это говорит о том, что при резком потеплении вода может прийти моментально, учитывая именно то, что Чепца самая скоростная река в Удмуртии. У меня в связи с этим вопрос, Александр Алексеевич, а вот то, о чем говорил Петр Матвеевич по поводу выпрямления, чистки, ваша позиция? Здесь, здесь мы прорабатывали этот вопрос, и это, я хотел по второму вопросу, это как раз проходит. Ну, как раз вы скажете и перейдем ко второму вопросу. Ага. Да, мы, значит, вопрос по снабжению воды, питьевому снабжению воды населения поселка Балежино, оно осуществляется из реки Чепца. И последнее время наблюдается, это где-то с 1988 года, наблюдается резкое заиление и обмеление реки. Мы в 2005 году проводили за счет бюджета Удмуртской республики мониторинг, но небольшой мониторинг, это от моста, Чепецкого моста до водозабора. И там четко было показано, что идет четкое большое заиление, именно оно волновое такое. То есть один год набирается на определенном месте, потом через 100-200 метров... Александр Алексеевич, можно без погружения? Вы мне скажите, что нужно сделать? Вот вы поддерживаете? Очистка. Да, а почему не делаем? Данная река является трансграничной, и она как бы проходит по работы, которые необходимо проводить, должны проводить федералы. Но в связи с тем, что вот нам передали эти полномочия, и мы поднимали этот вопрос, они говорят, первое, нужно федеральное водное агентство, необходима проектно-сметная документация. Сегодня администрация Болезинского района проектно-сметную документацию заказала, разрабатывает, и мы планируем, если в августе, ну даже не если, здесь разговора никакого не должно быть, мы планируем до августа месяца получить заключение, экспертное заключение. И в конце августа, в начале сентября мы поедем на защиту Федерального водного агентства, повезем туда. Здесь проблема в другом, Александр Владимирович. Федералы говорят о том, что мы вам эти работы можем только пропустить по субвенции. То есть... Переданы от Федерации полномочия с деньгами, субвенции. Да, только по субвенциям. Но те субвенции, которые мы получаем на республику, это плановые 21 миллион 600 тысяч, но ежегодно в связи с трудностями нам их подрезает. В этом году мы получили 18 600. То есть если рассчитывать ту сумму, которая необходима для расчистки вот этих 4 километров, а это порядка 150-160 миллионов, и те 18 миллионов, это просто не резон. Поэтому, целевые должны быть. Да, целевые с субсидиями. Субвенциями? Нет. Почему? Ну это же полномочия, вы говорите, что это федеральные. Вот именно за счет субвенций мы не сможем. А за счет субсидий отдельно, прям целевые на данный объект, то вот здесь мы как бы, возможно, это проведение быстрой работы в течение 2 лет, чтобы избежать заиления постоянного. А проект рассчитан на 4 километра. То есть 2 километра от водозабора вверх и 2 километра вниз от водозабора. И это 150 миллионов рублей? Да, это приблизительно 150 миллионов рублей. Что? Это приблизительно... Еще нет сметы, поэтому, да, так условно. А вы говорите, Рафиз Ильич, что больше будет, уже опыт у нас есть? Или так, на всякий случай? Нет, не на всякий случай, потому что предварительные расчеты делались до начала проектирования. И на самом деле здесь Чепца очень сложная река, потому что здесь был моревой сплав. Подождите, я все понял, но просто вы говорите больше. Вот, с прессы уйдет. Будет больше 200 миллионов рублей. Это примерный такой оценочный расчет. Ну хорошо, главное, чтобы у нас с Глазовским мостом не получилось. Минтранс сейчас попытался защитить деньги обратно. Знаете, о чем речь, да? Да, понятно. Не только завтра поговорим. По деньгам потом. Хорошо, коллеги, спасибо. Что еще у кого есть добавить? Да, пожалуйста. У нас уходит одна тема, это последствия паводка 2016 года. Потому что во время паводка 2016 года очень много домов пострадало, часть получили компенсацию. И постоянно приходят на приемы люди, которые недополучили, не включены в списки. И реально в том микрорайоне дома на грани ветхого, и большинство ветхого живет. Поэтому прошу обратить на это внимание. Но в прошлом году по результатам паводковой ситуации мы впервые выделяли деньги по 10 тысяч на каждого пострадавшего
Мониторинг пострадавших велся очень четко с использованием даже нашей летной техники, потому что мы четко видели, кто попал в зону подтопления, кто не попал. И согласованы с администрацией все списки были домов. Поэтому здесь, Энуэль Владимирович, это... Потому что это приводит к социальной... Нет, желающих было, конечно, в 3 раза больше получить компенсацию, но реально те, кто пострадал, ее получили. Хорошо. У меня еще одно маленькое добавление. Вот, пожалуйста. Василий Викторович, вы, так сказать, очень как-то кратко пробежали. Как вы работаете с населением? Вот Энуэль задел эту тему. Все-таки самое главное сегодня население подготовить. Как бы мы тут с вами лодки не подтаскивали, второе, третье. Если не будет готово население к паводку, то ситуация будет неконтролируема. С населением, в первую очередь, проведены собрания жителей, сходы с населением, в том числе микрорайоне Лесобаза, проведены 2 встречи с жителями. Каждый дом постучались, нет? В каждый дом, в каждую квартиру не попали, но прошли почти по всем квартирам. Кого не было дома, так и не попали. Вручены памятки на случай паводка, что люди должны делать, какие меры принимать. И работа ведется постоянно через уличкомов. И журнал посещений, разговоров с людьми есть? По адресам. Но вот мы же говорили, это да, не только поэтому занималась поселковая администрация, у них есть отметки во всех домах, где они побывали. И еще Петр Матвеевич вопрос о финансировании задавал. Я тоже в своем докладе это упустил. В этом году на финансирование у нас в бюджете заложено 160 тысяч рублей. Это немного. Ну, как В режиме бюджет? ЧС мы же из республики Если- помогаем тут же сразу. Если вот, даже на превентивные мероприятия, там, заготовку необходимых средств, вы должны договора заключить хотя бы, чтобы последующие оплаты их тоже надо заключать. Вы заложили в это. С бюджетом еще будем разбираться. Давайте тогда, если по этому вопросу к следующему будем переходить, об обеспечении питьевой водой населения Бальзинского района. Василий Викторович, снова вы. Давайте. В муниципальном образовании Бальзинский район входит в 136 населенных пунктов. В 50 населенных пунктах население использует воду из колодцев, родников и индивидуальных скважин. В 86 населенных пунктах есть централизованное водоснабжение от артезианских скважин и каптажей. В районе 37 артезианских скважин, 2 из них непригодные для питьевых целей из-за засоленности. На 7 скважин имеется лицензии на водопользование, на 28 скважин лицензии не оформлены и не получены. Протяженность водопроводных сетей по Бальзинскому району более 270 километров, и износ водопроводных сетей 80%. Водоснабжением населения и организаций осуществляет в первую очередь это УК ЖКХ территория, подают воду в поселке Бальзино, деревни Такопи, Кестым, Кожила. ООО «Комустрой» обеспечивает населенные пункты муниципального образования Корсовайское. МУП «Энергия» осуществляет подачу воды в деревне Андрешур. СПК «Сергинский» обеспечивает подачу воды населенные пункты муниципального образования Сергинское. В деревне Юнда и Исакова обеспечивают водой ООО «Прогресс». В других организациях, в других населенных пунктах обеспечением водой занимается сельские поселения. За последние 5 лет в районе осуществлена замена 4 водонапорных башен, отремонтировано 7 артезианских скважин. Извините, за сколько лет последних? За последние 5 лет. Отремонтировано 4 участка водопроводов, и в поселке Бальзино построено 6,7 километров водопроводных сетей по программе развития сельских территорий. Ситуация с водоснабжением потребителей в поселке Бальзино и окрестных деревень постоянно ухудшается. Это связано в первую очередь с обмелением и зарастанием реки Чепца
являющийся единственным источником водоснабжения. В целях повышения надежности подачи воды в 2015-2016 годах были проведены работы по расчистке приемного колодца, проведены работы осенью 2016 года, проведены работы по углублению русла около водозабора. Зимой этого года установлен погружной насос для подачи воды при низком уровне реки Чепца. Вы знаете все, что в 2015 году у нас 3 дня по поселок и деревни были без воды. Из-за обмеления была остановка на насосах. И чтобы предотвратить эти меры, сейчас ведется эта работа. В 2016 году за счет средств районного бюджета заключены 2 муниципальных контракта на разработку на проведение проектно-изыскательских работ. Первая это очередь это расчистка русла реки Чепца 4 километра и капитальный ремонт водозабора. Ориентировочная стоимость проекта, я уже сказали, 160 километров. Миллионов рублей. 160 миллионов рублей. Вторая очередь это уход от реки Чепца, поиск альтернативного источника водоснабжения. Недалеко от поселка Бальзино находится Верхкестымское месторождение воды. Сейчас заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ и по строительству водовода и разбуривания 11 скважин с этого месторождения. Срок исполнения обоих контрактов 1 августа 2017 года. По данным, которые мы получили по результатам анализа 11 апреля, в воде, которая находится в Верхкестымском месторождении, обнаружено превышение кремния в 1,7 раза. Это потребует, если первоначально строительство предполагало, что ориентировочно 250 миллионов рублей, то строительство дополнительной установки по очистке от кремния потребует еще дополнительно 55 миллионов рублей, а также потребления около 800 кубов воды ежесуточно для очистки воды. — 9 апреля 2017 года в адрес обслуживающей организации УК ЖКХ «Территория» поступили обращения от жителей поселка Бальзино о наличии резкого запаха из водопроводной сети. 10 апреля 2017 года по этому вопросу состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представителями Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртской республики в городе Глазово был произведен отбор воды в реке Чепца и притоках реки для проведения анализа на качество воды по биологическому и химическому составу. 11 апреля при администрации района состоялось заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии под председательством руководителя Управления Роспотребнадзора Удмуртской республики Матюшиной Натальи Сергеевны. Взяты пробы воды на наличие вирусных инфекций в водозаборе поселка и распределительных сетях. Приостановлены занятия в образовательных школах и закрытые детские сады. 12 был организован подвоз питьевой воды на социально значимые объекты. Это с круглосуточным пребыванием, это в первую очередь Бальзинский детский дом и стационар районной больницы.
Василий Викторович, извините, я вас перебью. Очень информативно, но очень долгий доклад. Все, кто здесь участвует, глубоко погружены в ситуацию. Я вас попрошу тогда резюме по этой теме сделать. Я услышал уже 160, 200, плюс 55 миллионов и так далее, и так далее. Вот подрезюмируйте, что необходимо сделать, какой вы горизонт вот планирования видите по данной проблеме. Я так понимаю, что для Бородинского района она одна из самых ключевых. Так, в большинстве населенных пунктов водопроводы, ситуация сложилась так, что в большинстве населенных пунктов Бородинского района нет никакой документации на водопроводы. По подачу воды осуществляют сельские поселения. До принятия изменений в закон о концессионных соглашениях ни поселение, ни районная администрация не могла передать эти водопроводные сети ресурсоснабжающие организации и не могли привлечь дополнительные средства на приведение сетей в порядок. С 2017 года полномочия от поселений сейчас переданы на районный уровень. Сейчас идет передача водопроводных сетей от сельских поселений в район. И сейчас наша совместная задача у районной администрации подготовить конкурсную документацию и найти концессионера, чтобы пришла гарантирующий поставщик и начала работу по улучшению ситуации с водоснабжением Бородинского района. Хорошо. Иван Васильевич Маринин, исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской республики. Добавите что-то, Иван, Да. только покороче. Да, Александр Владимирович. Система водозабора и очистки воды датируется годом ввода в эксплуатацию 1978 года. Были ориентированы на открытый водозабор Чепца. В связи с тем, что Чепца снизила качество по самоочистке, проработалось 3 варианта решения данной проблемы. Первое решение – это Верхъестымское месторождение, неплощадочной сети 8 километров, сумму, которую обозначили 300 миллионов рублей, включая установку по кремнию. Данный вариант также имеет одну сложность – это согласование собственников земельных участков, прохождение трассы. Второй вариант, который прорабатывался, это очистка русла реки Чепца и возможное участие в федеральной программе, оставив существующие сети водозабора и систему водоочистки на прежнем месте, практически без модернизации, что существенно снизит затраты. И третий вариант, который мы прорабатывали, это в настоящее время очистные сооружения города Глазово загружены на 30%, по прямой нитке, скажем так, 24 километра, стоимость строительства 30 миллионов рублей, но имеет сложность также согласования с собственниками земельных участков. На сегодняшний день 3 варианта проработаны. Считаю, что наиболее правильный вариант является второй, это очистка русла реки Чепца. Спасибо. Александр Васильевич, у вас есть что добавить? Да, Владимир Владимирович, все подземные источники, которые у нас в Удмуртской республике есть, они как бы грешат тем, что большое содержание бора и кремния. А вот именно сегодня на этом Верхъестымском месторождении как раз и содержание кремния есть. Хотя на сегодняшний день там у нас изученные запасы, они составляют 5,6 тысяч кубов в сутки при потребности 4,5, которые необходимы для поселка Болезино. То есть как бы он закрывает все потребности. Но проблема именно вот со станцией очистки от кремния. Что касается по очистке реки Чепца, я уже говорил, что сейчас прорабатывается вопрос по проектно-сметной документации, и мы надеемся, что будет получена экспертиза, положительное заключение, и приступить к защите Федеральным водным агентством. Мы прорабатывали также вопрос с Камским бассейновым водным управлением, этот вопрос. И на последнем заседании получили одобрение Камского бассейнового управления о том, что они поддерживают данный проект
и будут также выносить его на рассмотрение Федерального водного агентства. Вместе с тем мы пробовали также через Камское водное бассейновое управление провести работы по мониторингу не только вот этого участка небольшого, а вообще всей Чепцы. И понять, какие же дальнейшие перспективы. Все-таки вот Иван Владимир Васильевич сказал, что есть моменты такой, или тянуть от подземки, от подземных вод, или же поверхностных. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы уже 2 раза, Камское бассейновое водное управление 2 раза получило отказ в проведении данных работ. Но мы от этой работы не отходим, будем заявляться в этом году, потому что нам просто самим надо знать, что же ждет нашу реку. А так, в основном, вот именно мы настроены на это. И если что-то проблемы будут, просьба, Асан Владимирович, вот именно нам в этом помочь, чтобы не за счет субсидий, не за счет субвенций, а за счет субсидий все-таки нам данные виды работ профинансировали. Коллеги, я, конечно же, в Рио главы должен помогать. Я сейчас 3 дня в Москве этим занимался. Закрывал проблемные наши темы по бюджету, Минтранс, ну и буду дальше продолжать. Но у нас вот установка общая. Нам кто-то дал деньги. Значит, наверное, путь правильный, тем более учитывая, там, что есть федеральная собственность, есть ограничения у нас по бюджету, есть у нас долг большой и так далее. Но я прошу, когда мы в следующий раз говорим вот субвенцию на субсидию, субсидию на трансфер, и вообще просто дайте нам денег, мы начинали с себя. Про эффективность. Вот, практически ни в одном, вот у Ивана Васильевича иногда это проскакивает, ни в одном докладе я не слышу про эффективность. Я вам скажу, что такое про эффективность. Сколько у нас в автопарке автомобилей? 115. 115. No comments. Это про эффективность. Сложно представить, кто же у нас ездит на автомобилях. Там не все живые. Там Это полумертвые. Ну, значит, тогда к Гоголю обратимся, мертвые души, да. Мы тратим деньги на разные презентационные материалы, 1 000 000 туда, 500 000 туда. Ну, слушайте, у меня совсем скоро будут определенные решения на эту тему. Значит, тогда давайте я сначала решение определенное вам озвучу, а потом перейду к текущим очень важным вопросам. Ну, во-первых, Василий Викторович, спасибо. Я вижу, что вы ситуацию держите под контролем. Петр Матвеевич, у меня нет сомнений в вашем участии. Я всегда лично готов по данной территории быть на связи. Значит, смотрите, ну, в силу сложившейся ситуации, я имею в виду в управлении районом, значит, предыдущие неудачные 2 глав сейчас, наверное, будут избирать очередного главу. Виктор Алексеевич, кто у нас за Бальзинский район из... Сергей Серафимович Журавлев, министр лесного хозяйства. Хорошо, Сергей Серафимович, значит, вы не просто закреплены, вы осуществляете такое антикризисное управление территорией. Это не режим ЧС, это не путайте ни с чем. Это не означает, что все пропало, это не означает, что тут кому-то не доверяем. Сейчас мы будем с депутатами общаться. Но набор проблем таков, что территорию надо брать под полный, тотальный контроль. Значит, Сергей Витальевич, вы от меня, значит, отвечаете за Бальзинский район. Что я от вас жду, коллеги? Ну, во-первых, все профильные министры на следующую неделю или через неделю командируйте сюда лучших своих сотрудников. В течение недели мне нужна карта задач, карта проблем и карта возможностей. Делим ее на 3 сегмента. Первый сегмент – это то, что нам край надо исправить в течение этого лета. Я вас сразу всех ориентирую, я буду проверять каждую копейку. Не вздумайте ошибиться.
даже случайно. Я выслушал в Минтрансе позавчера все, что думают о нас, коллеги. Звонков последних не будет. Дорожим каждой копейкой. Поэтому первый уровень – то, что надо сделать этим летом. Второй уровень задач – то, что необходимо сделать и мы можем сделать в 2018-2019 году. И вот здесь как раз-таки, Александр Васильевич, то, о чем вы говорите. Программы, в них обязательно надо участвовать. Инвентаризировать все программы, в которых мы можем участвовать. Все абсолютно. Но подготовка должна быть на совершенно ином уровне. На качественно ином уровне. Инструментария больше гораздо, чем просто субвенции или субсидии или иные межтрансфертные там, платежи. Есть концессии. И это не только касается Болезинского района, это вообще касается Удмуртии. Кто у нас потенциальные концессионеры? Есть операторы федерального уровня, которые действительно имеют опыт положительный. Не то, что садятся на сеть и платежи принимают на счет, и на самом деле ни черта не делают, а действительно меняют, ремонтируют, обновляют и так далее. Так вот, второй уровень, 2018-2019 год, это в первую очередь о программах. И в том числе о бюджете республики на 2018 и плановые 19-20 года. И третий уровень, это 2020-2025 года. Сразу хочу вас ориентировать, коллеги. Знаете, вот мне не стыдно говорить, когда я что-то не знаю. Если нет опыта вот подготовки такой рабочей стратегии, скажите, мы привлечем профессиональных людей. Это нормально. Я провел совокупно 16 встреч. В Москве 9 из них по дорогам. Узнал много нового. Что делают, как в Калуге делают, как в Татарстане делают, как делают в Тюмени. Мы потом это обсудим. Это нормально. Обмен опытом, технологии идут вперед. И глядишь, там очистим реку не за 150 миллионов, а за 100. Я допускаю это, абсолютно серьезно. Поэтому, повторюсь, никому не будет претензия, если сказать, не знаем, как делать. Будет претензия, если будет у меня на столе план, я его потом перепроверю. И окажется, что не туда идем. Поэтому, я уверен, вы все здесь присутствующие профессионалы, понимаете, о чем идет речь. Нам нужно помочь и коллегам, и я здесь не разделяю по ветвям власти, исполнительная, законодательная, это уже отходит, извините, на второй план. Здесь речь идет о людях. Вот здесь у меня обращение граждан в 2016 году, Болезинский район 138, один из лидеров по соотношению с численностью. Мы сейчас об этом поговорим. Давайте все вместе объединимся и будем решать проблемы. Проблем много, но многое зависит от того, какие мы с вами управленцы. Рассказывать о том, что там 300, там 200, а там, значит, это, вот. Это, что называется, о главном. Теперь у меня, Виктор Алексеевич и Петр Матвеевич, мы сейчас, когда закончим, вы лично еще посмотрите ключевые объекты по паводку, это раз. Значит, Василий Викторович, у меня есть несколько вопросов. У вас трагедия произошла на позапрошлой неделе. Вот мы проверили все, значит, объекты, вот у вас такие новые объекты есть. Вот что-то мне подсказывает, давайте, если хотите, я вам помогу. Вместе поедем. И есть лента, которая там может определить визуально, что сюда не заходить. Лента была натянута вокруг этого объекта. Значит, натягивайте ее каждое утро. Я вам буду поставлять ленту. Слушайте, хорошо понял. Поймите, вот смотрите, есть подход такой. Я же к вам сейчас претензию. Я понимаю, что это непростая задача на земле, село, деревня, там, район, город. Я же с вами как партнер. Лента была натянута, но ее там
сорвали, украли, и вот поэтому. Ну не летит. Ну погиб ребенок. И что мы тут объясняем? Ну да, формально все там, и даже, наверное, больше к родителям вопрос, но ребенок погиб. Давайте будем стараться делать по максимуму, чтобы этого не допустить снова. Я вас прошу, все объекты, которые вот в таком состоянии, потом, вот Виктор Алексеевич правильно задал вопрос на тему, значит, в каждый дом, в каждый двор. У вас сколько вместе с уважаемыми коллегами, депутатами и вот в муниципальном вашем образовании чиновников, сколько у вас людей? По району 104 человека. 104 человека. Сколько у вас домов, значит, сколько примерно на каждого человека приходится? Ну, в общем, вы поняли задачку. Ну, давайте сделаем. Если необходимо, у нас вон много людей работает. Мы приедем, каждый, и я на себя возьму там несколько домов, постучимся и на тему паводка, и на тему вот этого, чтобы детей... Мне это не сложно. Это одна из основных задач. Но чем мы тогда будем обсуждать, делать, планировать, если гибнет ребенок? Согласитесь? Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Уверен, что вы понимаете, уверен, поддержите. Далее, еще один объект у вас. Здесь, я так предполагаю, здесь это коллективный труд. Не знаю, где это, я туда не поеду. Свалка, знаете, да? На территории хлебозавода Орсовск. По-моему, это лесобаза, где это, вот это, где находится? Нет? Это на въезде, там. Ну, вы в курсе об этом объекте? Там дети играются. Ваше предложение, Сергей Витальевич, на контроле. Если нужны средства, продайте мою Audi A8. И это не смешно. О чем мы? Ну, и уберите, наконец-то. Это, если здесь есть подключены эти самые коммуникации, просто так стоит, вот это вот кто-то вложился, не достроил или что это? Частная собственность. Это собственность Нижегородской торговой компании Горьковской железной дороги. Это прекрасно. Есть с кем разговаривать в РЖД. Тогда справочку, но то, что нужно это убрать, у вас оттуда сейчас источник заразы пойдет. Эти самостийные свалки. Нужна помощь, говорите. Еще раз повторюсь, на контроль взять эту ситуацию. И мне справку по собственникам. Вы на них уходили, с ними общались? Да, общались. И 2 года назад начался процесс, хотели подавать эту территорию, потом начались судебные тяжбы. Сейчас кто с кем судится? Нижегородская компания, я не знаю, с кем они судятся, но сейчас дело рассматривается в суде. Продажа этих объектов приостановлена. Отлично. Виктор Алексеевич, у нас сколько человек работает по привлечению инвестиций? Ну, в сумме, если собрать, наверное, человек 30. Нет, 46 по моим данным. Я могу ошибаться, но даже если человек 30, ну вот если что-то мне подсказывает, если кто-то вложился и построил каркас, наверное, что-то от этого хотели. Ну, как минимум, объект недвижимости. Уверен, что в Болезинском районе есть чего производить и чего сделать. Поставить нужно задачу выяснить, закрепить за этим конкретного сотрудника и у вас в администрации, и у Римы Римовны. И дать предложение, что из этого можно слепить. Окей? У меня масса здесь обращений, я сегодня буду встречаться с людьми. А где у нас общежитие тоже здесь? Или лесобаза? Там, где подтопляется, да, все время? Школьный 17. Да, вы знаете, да, этот объект? Что по нему скажете? Только очередь, я туда сейчас поеду. Так, хорошо. Это бывшее здание леспромхоза, было общежитием. После передачи жилого фонда от леспромхоза собственности района, сейчас там 42 семьи. После закрытия в этом здании был фельдшерская ФАП, Бальзинская ЦРБ. После закрытия ФАПа там еще часть помещений передана, и 5 образовались комнат, маневренный фонд. Вы сказали, школьная 17, да? Да. Правильно. Я почему вас спрашиваю, потому что я не буду... Проживает 40
в общей сложности сейчас 45 там комнат, часть комнат эксплуатируется, жители живут, часть не эксплуатируется. Почему? Собственники не живут там, используют под склад. А какое общежитие могут быть собственники? Вы приватизировали? Они это? приватизировали в свое время через суды. Бывшее Это общежитие. Бывшее общежитие. С 2005 года это здание и жилой дом постоянно на контроле, постоянно там происходят и беспорядки, и драки. Даже мы устанавливали там опорный пункт полиции, но вот эти беспорядки так среди местного населения там все равно происходит. Регулярно выбиваются и двери, и окна. Поэтому часть комнат вообще ремонты какие там не проводились. Вот эти асоциальные, так скажем, элементы. Некоторые помещения вообще разгромили. Какие есть предложения? Какой вы видите выход из ситуации? Мой выход там такой провести капитальный ремонт в этом здании. Сколько стоит? И выселить оттуда. Сколько стоит? По стоимости я не могу сейчас сказать. Нет. У вас сколько эта проблема уже? Не сегодня же, не вчера, да, возникла? Ну, последние 10 лет. Понятно. Хорошо. Да. Василий Викторович, я вас правильно понял, что даже опорный пункт, наличие опорного пункта милиции внутри этого здания не спасло ситуацию? Нет. Нет? Нет. Побили полицейского и выломали дверь? Произошла оптимизация численности полицейских постов, оттуда убрали. Пока он был там. Начальник отдела внутренних дел по Бородинскому району, полковник полиции. Поясните ситуацию. Там никогда не было. В 2009 году там открывался, мы предоставляли помещение под опорный Сейчас, пункт. Василий Викторович. Вот опорный пункт предоставляли помещение в ДК «Звездный», там был кабинет Пескова. Нет, ну давайте по конкретному объекту. В чем проблема? Потому что справиться, навести порядок не можете. Там, когда случается происшествие, наряды выезжают своевременно, обеспеченно реагированы. Я вас попрошу сейчас со мной туда поедем. Хорошо. Хорошо? Значит, я вас прошу, Василий Викторович, вас и вас не реагировать на... Что-то мне подсказывает, что там, наверное, одни и те же персонажи, значит, создают проблемы. Да. Есть административный кодекс, значит, правонарушений, есть уголовный. Давайте возьмем под контроль. 11-летняя девочка мне пишет. Ребенок. Вот эта история про... Вот мы дождемся какой-нибудь там трагедии, а потом будем говорить, ленту натянули. Или там, опять же, не с претензию. Давайте немножко заходить за, так сказать, за рамки, чего у вас там прописано от А до Я, и включать человеческое. Ну, я, поверьте, не в пентхаусе в Москве жил всю жизнь. У меня тоже был опыт, значит, дома, и наводил вместе с жильцами порядок, и понимаю, о чем идет речь. Значит, но заявительница – ребенок. Что же мы будем дожидаться, пока там грохнут кого-то? Поэтому мы сейчас с вами проедем на объект, посмотрим, что там можно сделать. А, Василий Викторович, от вас, Иван Васильевич, помогите, что там нужно ремонт, не ремонт сделать, выявить тех, кто нарушает правила общежития и закон, соответственно. Ну, в общем, нужно как какой мини-проект под полный контроль. Спасибо, присаживайтесь. И у нас будет общение с депутатами, да. Правильно? У меня просьба, поскольку мы такой формат управления вводим немножко из центра в помощь, еженедельно собирайтесь, пожалуйста, все, значит, депутаты, значит, администрация, правоохранительные органы, и делайте прием граждан. У вас уже годами люди пишут. Ну, вот я сегодня... Регулярно ведется. Ну, ведется. Вот я сегодня тоже проведу. И, ну, понимаете, есть вопросы, которые, может быть, сложно будет решить, как вот у вас въезд
этот вот, господи, Путепровод. по проводу под ЖД этой установкой. Значит, а есть, как вот эту ситуацию, есть, видите, если вы говорите, что прием ведется, и у вас 10 лет проблема, ну, это же, значит, он так ведется, наверное, что поговорили, а проблема остается. Так, коллеги, что еще есть у кого добавить, вопросы? Да, Иван Васильевич, пожалуйста. Значит, хотел бы поднять тему по освещению поселка Болезино. Тема уже обсуждалась 2 года назад. По нашей информации, существующее количество светоточек 1810, но их нужно приводить в рабочее состояние, надо заменить провода и опоры. И, соответственно, если будет возможность, замена на новые энергоэффективные светильники. На все это необходимо 16 миллионов 400. Иван Васильевич, единственное, я поправлю. Не если будет возможность, мы должны идти по пути энергосбережения. И вот самые современные технологии в этом вопросе, то есть не может быть или не быть, а если мы ставим, то значит, те лампы, те системы, которые будут служить дольше, даже если они в этот момент дороже, хотя у меня есть уже там по этой теме информация, в итоге все равно оказывается все дешевле. Значит, поэтому вот пометку себе это сделать, чтобы у нас не было альтернативы. Мы должны смотреть, не латать дыры, значит, чтобы у нас на сегодняшний вечер там свет был, а на долгое время вперед смотреть. Ну, у нас... Я закончу? Да. Это сказал о восстановлении существующих систем. И 36 километров нужно проложить новых сетей для того, чтобы полностью осветить поселок Березино. Это еще 15 миллионов рублей. Соответственно, общий проект порядка 31 миллиона рублей для того, чтобы полностью решить вопрос с современным, эффективным освещением в поселке Болезино. Мы пилотный проект в прошлом году, вот Игорь Алексеевич знает, запускали по Сарапулу. Он показал себя очень эффективно, снижение потребления электроэнергии практически на 3-4% по сравнению с предыдущим годом. Предлагаю пойти по этому же пути. Мы через неделю предварительно, правда у нас 29-е будет форум, но тогда, возможно, в воскресенье 30-го, сейчас уточним еще то, о чем я сказал, мне доклад, и в том числе по этому вопросу по первоочередным мерам. Хорошо? Если считаете, что это нужно раньше, ну, найду время раньше, хотя неделя очень насыщенная. Ну, я маленький комментарий, да, продолжу просто. Мы в этом году в Можге сделали такую же работу. И экономия составила не 36%, а вчера Шишов мне докладывал 70%. Да, но я к тому, что потенциал есть, это не обязательно бюджетные деньги, это энергосервисные контракты. Вот поэтому в рамках этих энергосервисных контрактов и надо сейчас больше работать. И вторая, тут Василий Викторович не сказал, тут тема в целом с электроснабжением очень серьезная. Мы уже ей занимались там год примерно. Сегодня вырисовывается схема, 2 варианта. Первая схема простая, ну и не такая дорогая, через программу энергетиков. Решаем вопрос, думаю, ближайшего электроснабжения. Ну а принципиально для того, чтобы через железную дорогу пройти, то эта тема с МРСК, ну, она немножко затянется года на 2-3 с согласованиями. Но в принципе тоже решаем. Здесь постоянные скачки напряжения. Здесь горят вот, и освещение на улице, и в муниципальных всяких наших структурах постоянно. Так ведь нет? Поэтому эта тема вот номер 1. Будем заниматься. А можно в заключение мне сказать, вот по поводу теплопровода, где вы проезжаете въезд в поселок, у вас какие-то есть мысли, решения, или это без выхода? Что? Путепровод сверху. Да, путепровод сверху, но это все Миллиард примерно. Понятно. А расширить, ну то есть у вас не приглашали, экспертизы там не было? Подтапливается, затапливаете доверху. В советское время пробовали, когда еще были первый секретарь райкома партии, они пробовали, проводили проверки, проводили экспертизы и тому подобное. Единственное правильное решение, которое тогда было рекомендовано всеми, это именно про путепровод. Там даже это же водопропускное сооружение для железной дороги. Да, это мы используем его как проект. Он доверху до ЖД, но там поменялось руководство ЖД, и опять это двинулось. Волков работал по этой теме. Кто работал? Волков Александр. То есть это 36 лет назад. Я буду сейчас с Белозером среди майских праздников. Этот вопрос включить, мне надо его проработать конкретно. Александр Владимирович, еще коротко одну проблему Болезинскую. Ввиду оптимизации здравоохранения мы потеряли в самом Болезино 2 фельдшерских акушерских пункта.
это на той стороне железной дороги, надо проезжать через этот путепровод. А когда вода заливается, ну, очень сложно. И второе, в районе лесопарка. Вот по лесопаде, в принципе, даже уже решение есть, как недорого все это сделать. Вы с Шушиной проговаривали, поэтому хотя бы на лесопаде сделать парк. Смотрите, ну я сейчас с голоса не буду комментировать Есть, вам есть эти внимание, вопросы. да. У меня есть список. Я еще раз повторюсь, в течение недели тотально мне все вопросы от рубля задолженность значит, человека с ограниченными возможностями, понимаете, до там глобальных. Все вопросы мы специально уделим этому время. И если мы поймем, что необходим ФАП, значит, то, конечно же, будем изыскивать возможности, чтобы эту проблему решить. Просто сейчас можно... У меня еще здесь 30 пунктов, которых надо проверять. Сергей Сергеевич, я единственное еще раз вам хочу сказать. Значит, это не вот алло, как у вас дела. Формируйте группу, Сергей Витальевич подскажет, как это делать, куда войдут из профильных министров, повторюсь, министерств, значит, сотрудники. Если нужна экспертиза по тому или иному, все перепроверить, значит, все подтвердить, на неделю сюда командировать людей. Только режим работы не с 9 до 17:30. А пока не определим, не составим карту задач и проблем. Вот у нас там надбавки всякие за стрессы и так далее. Вот кому я могу понять там по стрессам. Прошелся в пятницу 18:00. Ладно, не будем о грустном. По Да. водоснабжению у нас Нововолково не обеспечит, сейчас противопожарный режим наступает уже. А там водонапорная башня, которая до сих пор, да. Мгм. И надо привлечь к ответственности строителей, которые там построили недобросовестно. Ну и приемка, вот это у нас мы на пожарах не можем брать с насоса. У нас напор 10 метров. Напорной башни только, и там Сергей целый Витальевич, населенный пункт. оперативно кого там, к Да, чему там привлекать? необходимо восстановить ближайшие вот эти Есть предложение трое суток. до привлечения, чтобы оперативно вытащили деньги. Как у нас в Малопругинском районе мы сейчас пытаемся сделать. То есть они могут поселение ввести режим ЧС поселение и Понятно. сразу Да. выделить средства и Александр Владимирович, я доложу. Договор на устранение ситуации заключен на прошлой неделе. Соответственно, сумма составляет 650 тысяч установка новой водонапорной башни, 240 тысяч установка нового фундамента. Но действительно есть вопрос. Водонапорная башня была установлена без усиления и без фундамента. Ну, они за свой счет это сделают? Компания отказалась. Насколько я знаю, заказчиком выступало муниципальное образование. Считает, что нужно привлекать к ответственности. Для того, чтобы решить вопрос, мы ситуацию урегулировали, а здесь уже надо либо правоохранительные органы привлекать, либо в добровольном порядке они должны Да, выполнять. доклад, если там есть очевидные нарушения, которые, значит, невыполнение договора, Ростехнадзор надо привлечь. что может, да, давайте сейчас перед тем, как там правоохранительно оперативно сделаем, покажите мне все документы, экспертизу соответствующих служб. Если это будет все подтверждено, то, конечно, надо уже превентивными мерами. Хорошо. У меня просьба, Виктор Алексеевич, мы по лимиту вышли. У меня просьба тогда разделить на две команды. С Сергеем Витальевичем вы с депутатами поговорите, пожалуйста. А мы тогда с Дмитрием Ахмедовичем по приему граждан пройдемся. Также мы не в одном же помещении это. Ну, найдем возможность. Да. Депутат внизу. Да. Хорошо? Можно и здесь провести. Коллеги, надо в таком командном формате оперативно работать. И уберите вот эти вот там мешающие шоры. Ленту натянули. Не об этом, блин, речь. Надо решать проблемы людей. Совещание назначаю в 18:00. А я на 20 назначаю. Ну вот давайте уйдем от этого. Тут у нас граждане, извините, за такие деньги пашут сутками. А мы ленту натянули. Чуть больше сделать, не рассыпемся. Ну, честно. Ничего с нами не произойдет. Тогда что нам люди доверяют там
в госсоветы, эти самые законодательные собрания, во власть. Какой-то отрыв иногда, вижу, происходит. Ну вот, значит, мы формально сделали, вот у меня есть пункт, я его выполнил. А то, что там произошло, ну вот, надо законодательство вносить, еще, наверное, в Государственную Думу Российской Федерации. Но есть простые вещи человеческие, я вот уже сталкиваюсь с этим не первый раз. В Симонике, ну смогли же сделать. Мало того, вот я был, в смысле, докладывал по муниципальной программе, а там у них уже есть инициатива, мы сейчас с Плутником надо будет тебе пообщаться. Когда есть желание. Меньше формализма. Спасибо за работу, Сергей Витальевич. Неделя срок. Все нужно вместе с Сергеем Серафимовичем сходить. Все, продолжаем.